Аналітычная праграма. У эфире першы нацыянальны канал Беларускае радыё, праграма «Актуальны мікрафон», у студыі Дмітрый Рубашны. Прэзідэнт падпісаў закон аб адказным абыходжанні з жывёламі. Пра навацыі заканадаўства мы гутарым з адвакатам Мінскай гарадской калегіі адвакатаў Паўлам Крупскім. Наш тэлефон для СМС-пытанняў 1062, кароткі нумар, калі ласка, дасылайце СМС-пытанні. Таксама ідзе трансляция на нашем канале у YouTube. Открывайте, сачыце, назірайце, што адбываецца ў студыі, і таксама пакідайце каментарыі і пытанні. Павел, добрый день, здравствуйте. Прывітанне. Поинтересовались у депутатов все-таки, как они оценивают итог работы, то, что подписан президентом закон об ответственном обращении с животными. И вот были такие комментарии, что это действительно очень важный закон, который важен и для воспитания нашего общества, для его гуманизации. Напомнили, что работа над законом велась более 10 лет. Наверное, такого примера и сложно найти, потому что неоднократно он приходил в Палату представителей, перерабатывался. Все-таки есть много заинтересованных сторон, и государственные органы, и зоозащитные организации, владельцы животных, и все должны были прийти к пониманию. Ну вот, наверное, это понимание сейчас достигнуто. И на ваш взгляд, вот, что означает принятие этого закона сегодня? Действительно, но Республика Беларусь — это не единственная далеко страна, в которой регулируется на законодательном уровне порядок обращения с животными, не только ограничения жестокого обращения с ними путем установления ответственности. Ну, к примеру, когда я готовился к сегодняшнему эфиру, я попытался изучить аналогичное законодательство других стран. Ну, вот могу привести вам пример. Ну, он, конечно, будет сразу про ответственность, но все равно немножко будет потом про обязанности по отношению к животным. К примеру, в Италии за жестокое обращение с животными полагается лишение свободы на срок от 3 месяцев до года, либо штраф от 3000 евро до 15 тысяч евро. А если животное погибло, то срок лишения свободы составляет до 2 лет, а максимальная сумма штрафа будет не 15 тысяч евро, а 30 тысяч евро. И при этом итальянским законодательством предусмотрено, что владельцы собак, которые гуляют со своими питомцами менее 3 раз в день, могут быть оштрафованы на сумму до 500 евро. А если вы не убрали за своей собакой, то в пределах 700 евро на вас будет наложен штраф. Вот почему ходят с пакетиками, да? Правильно. Потому что знают, что 700 евро, стоят камеры, знают, видят соседи, могут сфотографировать, могут пожаловаться, может полицейский прийти. Ответственность Конечно. прописана. Да, дешевле все-таки убрать, чем потом 700 евро заплатить. Ну, в Италии есть закон, да? Я знаю, что и в других странах есть законы. Ну, конечно, в той же Германии за убийство собаки штраф до 25 тысяч евро. И вообще Германия — это первая в мире страна, которая в своей конституции, в основном законе, обязалась защищать животных в рамках ответственности перед будущими поколениями. То есть, кроме того, что на сегодняшний момент надо защищать животных, они предусматривают, как бы, что будет с животными потом. Они смотрят в будущее. Есть страны, где за животными закрепляются права, ну, чуть ли не как у людей. Ну, по-моему, это что-то про Новую Зеландию. Там, по-моему, где-то в году 16-м у них был такой закон, что, который признал, что животные являются разумными существами, наделены даже чувствами. Ну, вообще, как бы, животные, они же в основном своем млекопитающие, если мы говорим про собак и кошек. И у них нервная система, может быть, ну, и их чувства могут быть в некоторой степени более обостренные, чем у нас, у людей. То есть они могут даже в большей степени воспринимать, ну, вот эти свое жестокое обращение по отношению к ним. Ну, в последние десятилетия действительно много изменилось. Сейчас не так, как раньше. Раньше и чипирования не было, не знали, что это такое. И прививки не делали когда-то, и не были они обязательными. Сейчас, если ехать за границу, то без чипа, без документов на животное, без всех прививок необходимых, поездку такую не совершишь. Да, конечно. И в связи с тем, что усложняются и усложнились эти общественные отношения
за прошедшие 10 лет вот как раз возникла необходимость в разработке и непосредственно принятии этого закона, который на этой неделе был опубликован на национальном интернет-портале. Ну вот давайте приступим к Давайте. анализу текста этого закона по порядку, да, какие наиболее важные моменты вы выделите? Я как адвокат, как юрист, наверное, хотел бы отметить тот уровень нормотворческой юридической техники, который не встречается обычно в законодательных актах. Это свидетельствует, конечно, о глубокой проработке закона, да, но вот если так подумать, чтобы у закона была преамбула, ну, это только вот у Конституции есть, я вот посмотрел, есть в законе об ответственном обращении с животными. То есть, это все-таки, наверное, указано на то, что это важный действительно для нашего общества закон. Вот в этой преамбуле говорится о том, для чего этот закон принимается. То есть этот закон призван определить правовые основы ответственного обращения с животными. Он направлен на обеспечение безопасности, осуществление и защиту прав и законных интересов физических лиц, юридических лиц при обращении с животными, защиту животных от жестокого обращения с ними, утверждение принципов гуманности в обществе и укрепление его нравственности. То есть это те цели, на которые направлено было принятие данного закона. И надо стать своевременно, потому что зоозащитники особо обращают внимание, вот тоже из комментариев к этому закону, что много в интернете, в социальных сетях появляется роликов, где люди даже, можно сказать, показывают, как они бездумно относятся к животным, зачастую жестоко, и эти ролики набирают множество просмотров. Подростки выкладывают видео, как они издеваются над животными. Знаете, на самом деле эти видео — это всего лишь доказательством, можно признать, для привлечения виновных лиц к ответственности. Я бы хотел напомнить нашим слушателям о том, что ответственность за жестокое обращение с животным предусмотрена не только Кодексом об административных правонарушениях, но и Уголовным кодексом. То есть жестокое обращение с животным, которое повлекло гибель или увечье, которое было совершено из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений, либо в присутствии заведомо малолетнего, это лицо возрастом до 14 лет, наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до года или арестом, а то же действие совершено повторно либо группой лиц, это часть 2 статьи 339 прим. Уголовного кодекса, наказывается арестом или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы тоже до 3 лет. То есть по категории преступлений 2 часть — это уже менее тяжкое преступление. Но надо говорить не только к отсылкам к уголовному, административному законодательству, да, к тому, какое наказание предусмотрено, но важные нормы закона, которые говорят о просветительской деятельности. Это тоже момент, когда нужно учить, воспитывать, закладывать в детях вот это вот гуманное, правильное отношение к животным. В том числе и закон тоже, он регулирует в том числе права и обязанности физических лиц в части обращения с животными. Если мы посмотрим, например, на принципы обращения с животными, то в первую очередь должны быть обеспечены права и законные интересы физических лиц по отношению к этим животным. Должно быть нравственное и гуманное отношение к животным как к существам, способным испытывать чувства и физические страдания. Вот на уровне закона у нас признается, что может животное испытывать чувства и также страдать. Устанавливается ответственность владельцев за жизнь и здоровье животных. И законом также закрепляется принцип обеспечения защиты животных от жестокого обращения с ними и избавления от них. Давайте проговорим норму сразу, которая вызывала споры. И в итоге от той редакции, которая вначале предлагалась, все-таки решено было на данном этапе отказаться. Речь идет о чипировании домашних животных. Потому что предлагалось, что это должно быть обязательным, но на данный момент это уже обязанность, если заводчики, если это
скажем, места содержания, а вот если это домашнее животное, то все-таки это добровольный принцип. Хотя те же зоозащитники говорят, что это важно, и, в общем-то, говорят, что это нужно популяризировать, потому что животное, например, может потеряться. Это вот такой Да, аргумент. его же надо будет как-то идентифицировать потом. Вот. Это раз. А второе, кто-то может животное выбросить. И таких фактов очень много, кстати, когда выгоняют из дома, когда выбрасывают куда-то там, отвозят на машине, когда маленького щенка, например, в коробке куда-то там выбрасывают. Если бы эти были животные чипированы, то тогда можно было бы и установить хозяина и привлечь его к ответственности. Да, потому что то, что вы говорите, это собой представляет избавление от животного. Вот. То есть это прекращение содержания животного без передачи его новому владельцу, либо сдачи в пункт временного содержания животного, либо в приют. Вот. Или если в течение пропажи зарегистрированного животного, имеется в виду собака или кошка, ее владелец в течение 3 суток не подал заявление о пропаже этих животных в организацию, осуществляющую регистрацию собак и кошек. Ну, что касается регистрации, то чип — это как дополнительная, получается, мера для идентификации животного, потому что если щенку, по-моему, больше 3 месяцев, то существует обязанность их в возрасте от 3 до 3,5 месяцев регистрировать в местном исполнительном органе, и им будет выдано регистрационное удостоверение и жетон. Можно будет, если собака потерялась, определить по номеру жетона, кому она принадлежит. А вообще регистрировать надо всех животных? Или там вот по списку, который утвержден, или там будет еще корректироваться? У нас с 2001 года действует правило содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных, утвержденное постановлением Совета Министра. И вот то, что я сказал, эта норма про регистрацию, она как раз из этих правил и вытекает. Значит, Да, и налоги ведь, да, нужно платить? ну, конечно, когда будет произведена регистрация животного, то обязанность возникает у владельца животного уплачивать сборы. Сборы ежеквартально уплачиваются. Если мне память не изменяет, в городе Минске за опасную собаку там что-то в районе 37 рублей, а за всех остальных там 11 с копейками. Но еще про чипирование. Для кого это обязанность по новому законодательству? Речь, правда, идет только о собаках и кошках, если я правильно понимаю. Да, пока только о них. То есть нет обязанности для владельцев животных компаньонов, да, мы сейчас так называем, да, кстати, вот это вот. Да, этим законом, про который мы говорим, уже создан даже специальный в начале закона словарик, такой, в котором даются понятия. И животное-компаньон — это то животное, к которому человек испытывает привязанность и которое он содержит в домашних условиях для удовлетворения эстетических потребностей и потребностей в общении, а также собака-поводырь, охотничья собака и ловчая птица. Это вот такая классификация Да, получается. потому что кроме таких животных, этот же закон распространяется на такие категории животных, как животное-компаньон, животные, используемые в культурной деятельности, животные, используемые в сфере физической культуры и спорта, лабораторные животные, служебные животные, сельскохозяйственные даже животные, но только в части недопущения жестокого обращения с ними. Вот. И дикие животные, содержащиеся в неволе. Ну, а чипирование, оно предусматривается, становится обязательным для питомников, да? Да. Вот те, которые реализуют вот на продажу, там, я не знаю, как еще Да, пристраивают они этих Да. собак и кошек, они должны их чипировать. Какие еще моменты, на ваш взгляд, вот, вызывают наибольший интерес, наибольшее внимание? Может быть, споры до сих пор еще идут? Ну, я думаю, что если споры какие-то существуют, то они будут сняты путем принятия соответствующих подзаконных и нормативных правовых актов, потому что закон же еще не вступил в силу.
он в основной своей части вступает с 1 января 2025 года, а в оставшейся части с 1 января 2026 года. То есть этим законом предусмотрено, что Совет Министров должен будет разработать перечень подлежащих регистрации животных компаньонов и порядок их регистрации. То есть правила, которые действуют на сегодняшний день, они будут еще доработаны, уточнены, расширены, возможно. Будет урегулирован порядок содержания домашних животных в условиях нахождения их в жилых помещениях, да, потому что сейчас в соответствии с этими правилами общая норма, что 2 собаки или кошки можно на одну квартиру, а квартира у нас всех разная площадь, то есть будет определяться, скорее всего, как-то норма, может, площади, может, какие-то еще дополнительные критерии. То есть будут. прямого запрета теперь не будет, да? Сколько кошек, сколько собак можно содержать в Это квартире? будет, скорее всего, привязано, как я уже говорил, к площади. Пока это- вот одна да. квартира, 2 животных. Да, но в будущем уже вот этой планки не будет общей для всех, да, потому что мы понимаем, что есть особенности, да, и Да, разная конечно, есть планировка. разные собаки, есть разные квартиры. У кого-то и на так собаку далее, есть отдельная конечно. комната. Да, да. Значит, порядок выгула собак будет урегулирован, скорее всего. Будет утвержден перечень пород собак, требующих особой ответственности владельца. То есть на сегодняшний день как бы такой перечень есть, тоже постановлением Совмина утвержденный, но он говорит не об этих собаках, а о потенциально опасных породах. Содержится список, и норма есть о том, что в 3-месячный срок эти владельцы, которые имеют собака потенциально опасных пород, должны пройти специальные курсы в кинологических клубах и получить удостоверение о порядке разведения, содержания и ухода за этими собаками. Но, то есть закрепляется повышенное требование к содержанию и выгулу опасных собак. Да. Будет также утвержден... Кстати, вот курсы, да, сложно пока так говорить, как это будет, но я думаю, что многие поддержат, потому что иногда люди ведь даже опасаются, в одном подъезде есть собака, и видят, как ее выводят выгуливать. Иногда это происходит, не всегда на поводке ее даже держат. В какой-то момент там, возможно, намордник тот же одевают уже на улице, да, а в подъезде она бегает свободно там и встречается с людьми. Да, такое тоже и может быть. неудобства, и опасения за ребенка, например, да. Да и случаи, когда укусила собака, это что, редкость, что ли? Да, поэтому предусматривается, что при регистрации собаки то лицо, которое обращается за совершением этой процедуры, будут под роспись ознакомливать с правилами содержания собак, как к ним надо относиться и так далее. А правила, как вы считаете, должны быть одинаковые или разные, в зависимости от того, это город или, например, дачный поселок, или это деревня, когда вот, понятно, в городе нужна опасная собака, намордник, поводок, и еще определенной длины, наверное, поводок, да? В деревне эту собаку выпускают, она свободно гуляет, иногда и за забором, за территорией участка. Следует отметить, что законом уже предусмотрены правила содержания вот этих животных-компаньонов в домашних условиях. То есть, к примеру, если мы говорим о том, в каких условиях надо содержать эту собаку, мы не говорим сейчас про отличия, про квартиры, про одноквартирные жилые дома, усадебные, да, скажем так. То есть, например, в квартире это место должно быть оборудовано таким образом, чтобы животному было обеспечено необходимое пространство, температурно-влажностный режим, естественная освещенность, воздухообмен, а также удовлетворение его потребностей в пище, воде, отдыхе и иных физиологических потребностей, в том числе, которые выражаются в двигательной активности и отправлении естественных надобностей. Хорошо бы еще дописали потребность во внимании и любви, да, со стороны хозяина. Почесывать и гладить. Вот. Что касается придомовой территории одноквартирного или блокированного жилого дома, садового домика, дачи, то допускается содержание собак и кошек при согласии всех совершеннолетних лиц, которые проживают в этом помещении, и при условии соблюдения требований относительно порядка содержания этих животных-компаньонов, правил пользования жилыми помещениями.
гигиенических требований и так далее. Павел, 1062 — это короткий номер для СМС-вопросов. И в YouTube на канале Белорусского радио тоже смотрите трансляцию и оставляйте вопросы, комментарии. Задают вам такой вопрос по поводу бродячих животных. Бездомные, коты, собаки, вот какова их судьба? Кто за них должен отвечать? Надо ли их там отлавливать, чипировать? И что потом с ними делать, если невозможно их куда-то пристроить, найти им хозяина? Что-то в законе об этом говорится? Значит, законом устанавливается регулирование численности безнадзорных животных. Устанавливается это регулирование для чего? Для сокращения количества этих животных, для предотвращения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц и других животных, имуществу физических лиц, и для предотвращения возникновения и распространения болезней животных, которые могут передаться человеку через животных. Значит, законом предусматривается, что регулирование численности безнадзорных животных осуществляется путем их отлова с последующей передачей в пункты содержания, приюты зоозащитным организациям или иным лицам, которые могут обеспечить условия содержания таких животных. Есть статьи и требования по созданию деятельности пунктов временного содержания, приютов и гостиниц для животных. Да. Значит, что касается пунктов содержания, то местные исполнительные распорядительные органы обеспечивают создание таких пунктов содержания. Эти пункты содержания не допускается размещать в одноквартирных, блокированных, многоквартирных жилых домах, садовых домиках, на дачах. Вот. И в этой части закон... По количеству там вроде не прописано, нет ограничений. Пока нет, но да? это, скорее всего, будут подзаконные акты, что-нибудь из ветеринарной чтобы это не деятельности, вызывало какой-то, санитарной. тоже дискомфорт. Да, в законе как бы это обычно не И прописывается. опять же, чтобы эти питомники или там места временного содержания соответствовали нормам гуманного отношения. Конечно, в любом случае. Вот. И в дальнейшем те животные, от которых отказались или которые будут найдены, они могут передаваться безвозмездно новым владельцам. И таким образом животное может найти себе нового, более лучшего хозяина. Еще один акцент, который проставлен в законе, он уже вызывает интерес и комментарии. Это запрет на посещение с животными компаньонами, то есть это вот домашние животные. Да. Исключение только собака-поводырь. Запрет на посещение продовольственных магазинов, организации здравоохранения, образования, объектов культуры, физкультуры, спорта. Вот, ну, вроде бы и так у нас не пускали с собаками. Я хочу сказать, что закон на самом деле урегулировал этот вопрос. И что касается ограничений при общении и обращении с животными-компаньонами, то не допускается содержать животных-компаньонов в подъездах, подвалах, на чердаках, на лестничных клетках, например, иных вспомогательных помещениях, и в тех условиях, которые могут повлечь гибель, увечья или иные повреждения здоровью животного. Приводить и приносить животных-компаньонов, кроме, конечно же, собак-поводырей, можно в торговые... нельзя в торговые объекты, где осуществляется розничная торговля продовольственными товарами, в объекты общественного питания, объекты бытового, культурного, социального обслуживания населения, учреждения образования, организации здравоохранения. Но законом допускается изъятие, что это, то, про что я сказал, не распространяется на те случаи, когда проводятся культурные, физкультурные, оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия, выставки с участием животных, а также если владельцами объектов, то есть торговых или объектов общественного питания, социально-бытового обслуживания населения, прямо разрешается посещать эти объекты с животными-компаньонами. То есть это разрешение должно размещаться в доступном для посетителей месте. Ну, вот это важно. То есть если, допустим, хозяин кафе разрешает приходить с котом, да,
то и уведомляет об этом, да, Да, что ну, на входе табличка может какая-то, табличка да, какая-то висеть, то да. тогда можно. А если нельзя, то вы А можете если нету оставить на этого, да. привязи без присмотра владельца, но на срок не более 2 часов. И, кстати, уже такие парковочные места для животных, они уже Да, оборудуются. да, я видел такие. Но на 2 часа, иначе песик может загрустить. А, само понятие «жестокое обращение с животными», ш- как вы его могли бы расшифровать? Что Э, говорит законодатель? Закон дает легальное определение жестокому обращению с животным. Это умышленные действия либо бездействия, которые могут повлечь или повлекли гибель, увечье или иное повреждение здоровья животного, за исключением использования сельскохозяйственных животных в рамках выполнения технологических процессов, в том числе нарушение условий содержания животных, установленных актами законодательства, приведение к истощению организма животного, кроме лабораторных, равно истязание животного. А за что предусматривается уголовная ответственность? Потому что, когда мы говорим об ответственности, перечислили различные нормы, понятно, что если их нарушить, то хозяин будет отвечать. Но, как правило, это административное правонарушение. Но есть ведь случаи, когда гибель животного, когда увечье, когда то, что мы видим в роликах, да, которые иногда, мы уже говорили об этом, мучают животного и фактически там не хочется описывать, да, Да. но к уголовной когда можно привлечь? К уголовной ответственности можно привлечь то лицо, которое допустило жестокое обращение с животным, которое повлекло его гибель или увечье. Увечье — это повреждение животного, связанное с нарушением его анатомической целостности или наносящее ущерб внешнему виду, функциям организма животного или приведшее к расстройству психики и поведения животного. То есть в определенных случаях, если животное даже, вроде бы и все лапы у него есть, и хвост, и уши, и глаза, но у него повреждена психика или как-то изменено поведение, это может быть связано, что как-то не так с животным обращались, что его содержали, может, в очень маленькой клетке, вовремя не кормили, не поили, может быть, даже били. Это уже законом приравнивается, соответственно, к увечью. Но я вам больше скажу. Я изучал судебную практику, насколько мог, которая была опубликована в правовой базе. И не так давно был случай в одном из районных городов Беларуси, когда человек ножом убил фокстерьера, и он его преследовал, согласно той информации, Человек-собаку, да? Человек-собаку, причем собака была не бездомная, у собаки был хозяин, она просто убежала, а человек конкретно за ней охотился. И, то есть, убил ножом в грудную клетку. Получил месяц ареста. Как это предусмотрено частью 1. Но еще статьи гуманное 339. законодательство, да, не несколько лет там, как вы приводили примеры в других странах. Знаете, сложно сказать, потому что, когда мы говорим об уголовной ответственности, во-первых, мы же не можем говорить о том наказании, которое назначил суд вот этому человеку, да, нам легко сейчас в студии говорить, мы же не видели ни обстоятельства совершения этого преступления, не участвовали в судебном заседании, поэтому, когда вообще такие вещи прорабатываются, имеется в виду вопрос уголовной ответственности, назначение вида, размера наказания, то в том числе исследуется же то воздействие, которое должно наступить и на человека, и для людей, чтобы не совершали люди в дальнейшем таких преступлений. Не те лица, которые уже их совершили, а, допустим, окружающие. То есть так называемая охранительная или превентивная функция уголовной ответственности. Следующий СМС-вопрос. Как заставить владельца убирать за животными в местах выгула? Мы уже отвечали, в Италии 700 евро штраф, и поэтому следят за этим владельцы. Как заставить? А у нас как-то, таких штрафов, наверное, нету, да? Почему? Поэтому... Это же все-таки можно отнести к нарушению правил содержания животных, да, потому что у нас же законом
предусмотрена обязанность, да, то есть владелец животного обязан незамедлительно обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного, за исключением собаки-поводыря, во время нахождения в животном месте, не являющимся местом его постоянного нахождения. Вот, поэтому... А дальше там ответственность. Это я вам норму читаю из закона. А если мы говорим про нарушение правил содержания, ну, это же правила содержания на самом-то деле. Штраф в размере от 1 до 15 базовых. Ну, Если- наверное, не пугают штрафов, потому что особо не привлекают за это, да? Ну, знаете, скорее всего, по такой А чтобы категории дел привлечь- фиксировать да, надо. чтобы То есть знать, привлечь, что конкретное лицо... кто должен зафиксировать этот факт? Если это милиционер, он может, да, зафиксировать? Ну, ему-то всяко проще. Да. Он же может личность установить Вот, и нарушителя. если он это заметил, а если не было милиционера и зафиксировал этот факт другой человек, то это уже надо доказывать каким-то образом. Это сложно потом и привлечь к ответственности, Честно, сложнее, да. я не знаю, сложно это или нет. Если кто-то хочет, пусть пробует любыми доступными средствами. Но я всегда сторонник того, что, наверное, чтобы пресечь правонарушение, да, это ж все-таки административное правонарушение. То есть его последствия достаточно просто устранить. Возможно, кому-то хватит замечаний, больше человека не будет так делать. Но если уже это системный характер приобретает, ну, конечно же, надо реагировать в этом случае. Еще одно обращение я зачитаю. Вот вы как адвокат, возможно, что-то посоветуете. Спрашивают у нас, нужно ли регистрировать котиков в райисполкоме, которые проживают в квартире многоквартирного дома. Если нужно, то к кому обращаться? Ну и поясняют еще, что котикам этим 7 лет уже, и вот с прошлого года хозяйка перестала их прививать, поскольку они живут только в квартире, на улицах не бывают, а если и бывает, то, как говорит, вот рядышком на 5-10 минут она их выносит. То есть фактически здесь что? Вопрос о необходимости регистрации котов, куда обращаться и по поводу прививок. Мы, по-моему, уже говорили про это. Обращаться надо в местный исполнительно-распорядительный орган, который занимается регистрацией собак и кошек. То есть Будет обращаться выдано, да, нужно? регистрационное, потому что можно не регистрировать возраст там, до 3 до 3,5 месяцев. А если больше 3 месяцев, так возникает обязанность по регистрации. Выдадут удостоверение, жетон. А прививки это обязанность или это право? Честно, не могу сказать. Вот в отношении именно постановления Совета Министров, которое про регистрацию, что-то я этого не скажу. Это, наверное, ветеринар. Ну, давайте тогда еще про закон, который мы обсуждаем. Во-первых, порядок его вступления. Мы уже сказали, что В основном вот с 1 на данный января момент, да, 2025 года. как бы, да, все изменения, они вступают в силу только с Нового года. Поэтому есть время подготовиться, да, и изучить, и понять, в общем-то, на что направлен этот закон. Понятно, что какие-то там нормы, порядок усовершенствует, допустим, правительство. А в какой части этот закон нужно прочитать и освоить нормы владельцам животных? Что они должны знать? По-хорошему, конечно, весь его надо прочитать. Но я остановился бы, например, на правах и обязанностях владельца животного. Начнем с прав. Владелец животного имеет право на содержание животного, включая его содержание в домашних условиях, осуществление выгула животного на территориях, на котором не запрещен этот выгул, на чипирование животного, осуществление иных прав. Собственник вправе приобретать и отчуждать животных в порядке, установленном законом, иными актами законодательства. Ну, как в Гражданском кодексе у нас тоже написано, что животное это является объектом гражданских прав. Что касается обязанностей владельцев, вот сейчас слушаем очень внимательно. Владелец животного обязан обращаться с животным, не нарушая права и законные интересы других физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, принимать необходимые меры безопасности для предотвращения причинения принадлежащему ему животному вреда жизни или здоровью физических лиц, а также имуществу,
обеспечивать в отношении принадлежащего ему животного проведение ветеринарных мероприятий в соответствии с законодательством в области ветеринарной деятельности. Вот это вопрос про прививки, это подзаконный акт, регулирующий ветеринарную деятельность, не могу поэтому сказать. Вроде надо, но какие, не могу сказать. Содержать животное, причинившее телесное повреждение физическому лицу или животному, изолировано до установления факта отсутствия физического лица или животного заразной болезни, а в случае гибели принадлежащего ему животного в период наблюдения за его клиническим состоянием незамедлительно сообщать об этом в районную городскую, районную в городе ветеринарную станцию. Это в случае бешенства. Также принимать меры по недопущению появления нежелательного приплода животного. Обратите внимание, это не стерилизация животного, потому что это, конечно, мера, но меры по недопущению появления нежелательного приплода могут быть разные. То есть такой прямой нормы о том, что всех поголовно стерилизовать, нет. Тоже очень важно, нельзя допускать купание животного в водных объектах вблизи мест массового отдыха физических лиц. Следим за своими животными. И, как мы уже говорили, Тут не за животными, тут за людьми надо следить. Тогда следим за всеми. Потому что, озеро, вот пляж-то в Минске, да, здесь понятно. А озеро где-нибудь далеко от города, Ну, тут же но речь все равно идет ж о люди там массовых. живут, отдыхают, и не всем нравится, когда вот кто-то приезжает на машине и начинает там купать животных. Вот, уже говорили про уборку продуктов жизнедеятельности и должны осуществлять выгул животного при условии сохранности имущества, безопасности физических лиц. Вот такие обязанности у владельцев установлены этим законом. Будут с 1 января 2025 года. Ну и еще вот о чем хотелось бы поговорить, это то, что закон, который мы обсуждаем, об ответственном обращении с животными, устанавливает механизм временного ограничения права собственности на животное и даже порядок его изъятия за нарушение владельцем условий обращения с животным. То есть фактически, если будут какие-то факты установлены, то животное могут забрать, изъять из семьи, как лишают, например, родительских прав, да, забирают ребенка. Аналогия такая, не совсем. Давайте к закону обратимся. Значит, что касается непосредственного временного изъятия животного, то в случае содержания собаки, требующей особой ответственности владельца, список которых еще будет потом утвержден, опасной собаки физическим лицом, не достигшим 18-летнего возраста, за исключением эмансипированных и вступивших в брак до 18 лет, либо недееспособным физическим лицом, либо физическим лицом, в отношении которого установлено диспансерное наблюдение в соответствии с законодательством. То есть, если наступают такие последствия у человека, то животное у него может быть временно изъято. И при наличии оснований, когда неоднократно 2 и более раза в течение года собственник животного нарушил условия обращения с животным, которое повлекло причинение вреда и здоровью физических лиц. То есть 2 зафиксированных факта в течение года. Нарушение условий обращения с животными, повлекшее гибель иного животного. Это если одна собака загрызла другую. Если будет отсутствовать удостоверение, подтверждающее прохождение специальных курсов в отношении собаки, требующей особой ответственности владельца. А также если в штате юридического лица, который занимается собаками, отсутствует специально обученный работник, который будет требованиям этим специальным соответствовать. Скажите, а что делать, если человек завел животное, а потом не может его в дальнейшем содержать? Разная бывает ситуация. Да, бывает, что как игрушку купил и выбросил. Это даже можно приравнивать к жестокому отношению с животным, да? Может такое случиться, что одинокий пожилой человек здоровье попадает в больницу, он его уже не может за этим животным ухаживать. И что тогда делать? Куда его отдать, чтобы не нарушить закон? В любом случае для этого предусмотрен специальный порядок. То есть избавиться от животного просто так нельзя.
Значит, если мы говорим про то животное, которое страдает каким-то заболеванием, или у него там существуют какие-то физические пороки, то существует процедура умерщвления животного. Вот. Особенностью является то, что это делает, конечно же, ветврач, но под общей анестезией. То есть животное не должно мучиться. И это все по решению либо собственника, либо И вообще уполномоченного многие органа. моменты, которые касаются вот те же каких-то операций там с животными, да, это тоже... Да. Например, запрещается удаление без ветеринарных показаний клыков, когтей, ушей, хвостов животных. Вот эта операция. А это делают, кстати. А это делают, да. И с января 2025 года уже и при отсутствии ветеринарных показаний, если вам просто не нравится, что ваш котик царапает диван когтями, вы хотите удалить его когти, то это не является царапание дивана ветеринарным показанием. Ну, тема оказалась очень широкой такой. Мы много моментов обсудили, и в ожидании, когда в развитии данного закона еще до официального вступления в силу с 2025 года будут приняты решения, которые позволят более предметно ответить, в том числе и на вопросы наших слушателей. Спасибо, Да. Павел. Спасибо вам. Закон хорош не своим текстом, а его исполнением. Поэтому живите по закону, любите котиков и собачек. У нашей студии был адвокат Павел Крупский. Актуальный микрофон. Слухаем свое. Отгуляло, отгремело лето, отшумели теплые дожди. И уже тихонько осень дышит ветром,